بسم الله الرحمن الرحيم Многобожники в Мекке продолжали притеснять его. Затем в один год умерла его жена Хадиджа и его дядя Абу Талиб. И многобожники стали притеснять его еще больше, чем прежде. Он отправился в Таиф и хотел донести свой призыв его жителям в надежде, что они помогут ему. Однако он не нашел там ничего, кроме отвержения и порицания. Они направили против него глупцов из их числа, а также детей, чтобы они бросали в него камни, мир ему и благословение Аллаха. Он вернулся в Мекку, опечаленным, так как он вышел из нее и вернулся, не получив того, чего хотел. После этого он не смог войти в Мекку, кроме как под защитой одного из многобожников, имя которого Мут'им ибн Ади аль-Кураши. Он взял его под защиту. Тогда пророк смог войти в Мекку. Затем многобожники придумали дьявольский план и окружили пророка, мир ему и благословение Аллаха, и тех, кто с ним, в ущелье, и объявили им бойкот. Они не позволяли им получать пропитание и то, что необходимо для жизни, и запретили поддерживать связь с ними, написав бумагу о бойкоте, и повесили ее в достопочтимой Каабе. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тем, кто с ним, стала трудна эта осада. Это привело к тому, что разумные из числа многобожников посоветовались между собой и решили отменить этот договор. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и те, кто с ним, вышли из ущелья. Аллах облегчил им это положение. После длительного продолжения страданий пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников в Мекке, он позволил им переселиться. И одна из тех причин, посредством которой Аллах облегчил ему, это то, что в хаджи каждый год он представлял племенам то, с чем он пришел, говоря: «Кто поддержит меня, чтобы я довел послание моего Господа». Случайно он встретил группу из ансаров около места Джамратуль-Акаба, в месте, где они остановились. Он прочитал им Коран и объяснил им то, с чем он пришел. Это вошло им в сердце, и они приняли ислам. Приняли ислам и дали ему присягу о помощи и поддержке. Затем они вернулись в Медину и призвали свой народ к исламу, после чего многие из них уверовали. И в следующем году пришли уже более многочисленной группой, дали присягу посланнику Аллаха, мир ему и благословение, на помощь и на то, чтобы он переселился к ним. Таким образом, он нашел тех, кто защитит его и кто поможет ему из племени Аус и Хазрадж в Медине. Он позволил своим сподвижникам переселяться. Они переселились один за другим в состоянии страха от курайшитов, делая это скрытно, так как курайшиты хотели запретить им переселение, однако они уходили незаметно. Затем Аллах позволил своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, переселяться и присоединиться к своим сподвижникам. В это время многобожники устроили заговор. Они собрались в месте их совещаний, которое называлось Дарун Надва, чтобы помешать ему присоединиться к своим сподвижникам, не дать ему переселиться. Они посоветовались друг с другом, и из них был тот, кто сказал: «Давайте будем держать его в заточении до тех пор, пока он не умрет.
Также тот, который сказал: «Выгоним его из Мекки, чтобы он не смог вернуться в город». Также были те, которые сказали, что его нужно убить. Их мнение сошлось на последнем. Они решили убить его. Они поручили это группе молодых людей из курайшитов, чтобы каждый из них участвовал в его убийстве. Они поджидали его у двери его дома, мир ему и благословение Аллаха, в ожидании момента, когда он выйдет из него, чтобы убить его. Аллах не спаслал ему откровение. Джибриль пришел к нему с сообщением об этом. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он спал на его кровати, чтобы когда многобожники увидели его, они приняли его за посланника Аллаха, мир ему и благословение. Многобожники находились возле его двери, ожидая его выхода, а Али находился на его постели. Затем он, мир ему и благословение Аллаха, вышел и прошел между ними. Они не заметили его. Он посыпал землю на их головы, они даже не почувствовали этого. Он вышел и отправился к Абу Бакру Сиддику, да будет доволен им Аллах. И они вдвоем вышли из Мекки и направились к пещере Ас-Саур, которая находилась к югу от Мекки. Они спрятались в ней. И когда многобожники узнали, что посланник Аллаха вышел и прошел мимо них, а на его месте находился Али, они начали сожалеть и беспокоиться о том, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение, удалось уйти от них. Они начали везде искать его, отправляли людей на его поиски и обещали большую награду тому, кто придет с посланником Аллаха, живым или мертвым. Так они дошли до пещеры, в которой был посланник Аллаха, мир ему и благословение, и его спутник. Они остановились перед пещерой, а Аллах Велик Он и Возвышен закрыл их взор от того, чтобы они заметили посланника Аллаха, мир ему и благословение, и его спутника. И они не увидели его, мир ему и благословение Аллаха, и не увидели его спутника. Они сказали: «Здесь нет никого. Здесь нет никого». Они вернулись разочарованными. И когда они вернулись, потерпев неудачу, посланник, мир ему и благословение Аллаха, и его спутник оставались в пещере на протяжении нескольких дней. В это время Асма, дочь Абу Бакра Сиддика, да будет доволен Аллах ею и ее отцом, приходила к ним и гнала за собой овец и баранов. Они пили их молоко, а также она приносила им еду. Она делала это скрыто, делая вид, что она всего лишь пасет стадо. Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, нанял проводника за плату из многобожников, чтобы он указал им путь в Медину. Им был Абдулла ибн Урайк аль-Лейси. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, и его спутник вместе с проводником отправились на верховых животных в Медину. В дороге их настиг один из многобожников, Сурака ибн Малик аль-Джу'шуми. Когда он направился в сторону посланника Аллаха, мир ему и благословение, то ноги его коня стали проваливаться в землю, и он не смог продолжать движение. Он слез с него и сказал: «О Мухаммад, освободи моего коня, и я обещаю, что не сообщу о тебе». Посланник Аллаха, мир ему и благословение, согласился на его предложение и договорился с ним, чтобы он оставил их и не рассказывал о них. Тогда Сурака вернулся к своему народу и сказал: «Я посмотрел в этом направлении, там нет никого, не отправляйтесь туда». Они отправились назад. Это было от него гарантией для посланника, мир ему и благословение Аллаха, чтобы его никто не настиг. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, и его спутник продолжали движение до тех пор, пока не добрались до Медины в безопасности от Аллаха. Ансары встретили их с большой радостью и обрадовались им. Каждый хотел, чтобы посланник, мир ему и благословение Аллаха, остановился у него в гостях.
Ансары, встретив его, почувствовали облегчение по причине его прихода в Медину. Мухаджиры и ансары собрались вокруг него. Как сказал Аллах Велик Он и Возвышен: «Если вы не окажете ему поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку. Когда неверующие изгнали его, он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, то есть в пещере Ат-Таур, и сказал своему спутнику, то есть Абу Бакру Ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, и сказал своему спутнику: не скорби, ибо Аллах с нами». Потому что когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, увидел многобожников, стоящих у входа, он сказал: «О посланник Аллаха, если бы один из них посмотрел себе под ноги, то увидел бы нас». Он сказал: «О Абу Бакр, что ты думаешь о двух, третьим из которых является Аллах?» После этого успокоился Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. И это упомянул Аллах в данном аяте и сказал своему спутнику: не скорби, ибо Аллах с нами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, победитель, Аллах оказал ему помощь, поддержал его ангелами, а также поддержал его своими верующими рабами из тех, кто вокруг него, мухаджирами и ансарами. Затем он стал сражаться с курайшитами, а курайшиты не нападали на него до тех пор, пока Аллах не помог ему и не открыл для него Мекку. Он вошел в нее по прошествии небольшого количества лет, а ведь вначале он был один из тех двоих, которые покинули ее, а затем вернулся в нее по прошествии небольшого количества времени, в 8-м году по хиджре. Вернулся в нее сражающимся, и с ним 10 тысяч из мухаджиров и ансаров, хорошо вооруженных, и Аллах открыл для него ее и дал ему возможность зайти в нее и укрепиться. Когда курайшиты собрались в запретной мечети, ожидая, что же сделает с ними пророк, мир ему и благословение Аллаха, он встал, держась за дверь Каабы, а они находились внизу, и сказал: «О курайшиты, что вы думаете, я сделаю с вами?» Они сказали: «Благо, ведь ты уважаемый брат, сын уважаемого брата». Он сказал: «Уходите, вы свободны». Он проявил к ним милость после того, что они сделали с ним. Но вместе с этим Он простил и освободил их. Это из проявления Его нрава, мир Ему и благословение Аллаха. Это является результатом терпения. И это обещание от Аллаха всемогущен и велик своим посланникам о победе. Сказал Аллах свят Он и велик: «Воистину мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели». Также сказал Аллах велик Он и возвышен: «Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово, воистину им будет оказана помощь, воистину наше войско одержит победу». Помощь для пророков и тех, кто за ними последовал, непременно будет оказана. Однако после терпения и ожидания, только после проявления терпеливости на трудности и неприятности, для того, чтобы исход был за ними, с дозволения Аллаха. И если многобожники и сторонники заблуждения сегодня объединились, чтобы причинить неприятности посланнику Аллаха, мир ему и благословение, в то время как он мертв, оскорбляя его, унижая и принижая его религию, то ведь поистине Аллах наблюдает за ними. Аллах пречист Он и возвышен сказал: «Разве мы не погубили первые поколения? Вслед за ними мы отправили последующие поколения. Так поступаем мы с грешниками». Это обычай Аллаха, пречист Он и возвышен. Необходимо помогать посланнику Аллаха, мир ему и благословение, словом и делом. Необходимо, является обязательным для мусульман помогать посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и отвечать его врагам с доводами и доказательствами. Они не отвечают им насилием, демонстрациями, разрушением,
Однако они отвечают им доводами и ясными доказательствами, которые уничтожат их, как уничтожили тех, которые были прежде. И мы не удивляемся, если найдутся среди многобожников, кто оживляет обычаи невежества и издеваются над посланником, мир ему и благословение Аллаха, или унижают его религию. Это является обычаем Аллаха, всемогущен и велик в его созданиях, и ты не найдешь изменения в установлении Аллаха. Однако обязательно верить, что Аллах поможет посланнику. Даже если его оставят те, кто оставит, то Аллах все равно подкрепит его теми, кто ему поможет. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. Я ограничусь этим по причине отсутствия времени и прошу Аллаха Всемогущен и Велик помочь его религии и возвысить его слово, и унизить его врагов, ведь он над всякой вещью мощен, и сделать нас и вас помощниками его посланника и помощниками его религии и защитниками его шариата, чтобы таким образом мы приобрели гордость, достоинство и вознаграждение от Аллаха Всемогущен и Велик. И да благословит и приветствует Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.